у своего супруга. Турсен, как ты считаешь, необходимо ли АЗС в Казахстане? Я считаю, что необходимо было, очень необходимо, это надо было еще 10 лет назад делать, потому что экономика страны определяется количеством вырабатываемой электроэнергии. По-хорошему нам нужно 3 или 4 станции в Казахстане. Одну на севере, одну на востоке поставить, на юге. Нам нужно много электроэнергии. Если без электроэнергии мы никуда, мы не можем выстроить. Я вот даже присела для того, чтобы просто внимательно тебя послушать. Тем не менее, ты считаешь, что 3-4 электростанции атомные казахстанцам необходимы. Но многие против. Все из них, главный аргумент, это, конечно, авария. Да. Атомные станции нужны, электроэнергии нужны много, у нас большой дефицит электроэнергии. Мы не можем построить развитую экономику без электроэнергии, без профицита электроэнергии. Электроэнергии должно быть много, у нас все возможности для этого есть. По безопасности люди боятся, да, люди в Алмате на 20 этаже боятся жить и живут же. То же самое по безопасности атомных станций. Они должны быть очень безопасные, но эти новые технологии есть. Атомным станциям уже 60 лет. Это известные технологии по безопасности и так далее. Поэтому я думаю, что правительство привлечет новые технологии безопасности, новые стандарты безопасности. Все будет нормально, не надо бояться. И нам нужна не одна, 3, 4, 5 надо атомных. Хорошая новость. Люк на Тулебаева сделали. Спасибо. Плохая новость. Мусор за собой не убрали. Почему все наполовину? Не хочу быть вредной. Неделю как сделали, неделю мусор не убирают за собой. Ребят, почему вы так делаете, а? Пожалуйста. Прекрасный день, друзья, прекрасная осень в Алматы. Просто гуляю, просто пешком. И вот что я вижу. Вчера здесь упала бабушка. Могу ошибиться с числом, может быть, позавчера. Но это обычный переход для человека. А летом, по-моему, здесь ушибся ребенок. Джамбула Тулебаева. Посмотрите, что здесь творится. Реально, ночью, скорее всего, это плохо освещено или вообще не освещено. Поэтому люди здесь и падают. Просто переход. Вот. Я должна была идти, чтобы перейти рычаг. Ребят, пожалуйста, пока здесь никто не убился, сделайте. Прошу вас. Джамбула Тулебаева. Джамбула Тулебаева. Детская площадка. Посмотрите, ребенок будет бежать, просто ведь убьется. Небезопасно. Друзья, привет. Добрый день. Мы гуляем по любимому городу. Ничего личного, просто идем по Тулебаева. Поэтому замечаю страшные недочеты. А вообще разговор хочу начать с сегодняшнего дня. Сегодня 6 октября, сегодня день референдума. И, конечно, каждый человек со своей гражданской позицией сегодня пошел, проголосовал либо за, либо против. А я хотела спросить, слушайте, я уже не могу здесь просто так ходить. Просто это мой родной Жургеневский, Академия Жургенева. Я тут училась, я тут гуляла, я тут всю молодость, может, свою юность провела. Вот это уже год вот это безобразие творится. Несчастный клочок земли, 50, наверное, гектар здесь.